В Австралии массовые протесты возникли из-за того, что на 2 недели были закрыты все строительные площадки. Разгон демонстрантов полиции проходил жестко для обеих сторон. В Австрии же был введен полный локдаун, о котором в России уже стали забывать, но Европа, периодически отменяющая и снова вводящая ограничения из-за коронавируса, вспоминает и об этом. В Австрии серьезная часть населения занята частным бизнесом, поэтому это невероятный удар экономический перед Рождеством, когда действительно самые лучшие продажи. В Бельгии с 1 ноября в общественные места пропуск только по ковид-пропускам. С 20 декабря закрываются детские сады и начальные школы. В Италии до 31 марта следующего года продлен режим чрезвычайной ситуации. До 15 января для пользования общественным транспортом нужен ковид-пропуск. Создается новый вид такого пропуска – Super Green Pass, который будут выдавать на 9 месяцев только переболевшим и вакцинированным. Он нужен для посещения общественных мест. Существующий пропуск Green Pass выдается после отрицательного теста для передвижения в общественном транспорте и посещения офисов и отелей. Введена обязательная вакцинация для всего школьного персонала, полиции и вооруженных сил, а также ревакцинация для работников здравоохранения. Школьники в старших классах должны быть вакцинированы, это тоже обязательная программа. И плюс еще, например, для путешествующих из Германии, Италия уже вводит карантин 10 дней. Украина с 7 декабря объявила красный уровень опасности в 10 областях. Нет свободного передвижения по стране. З 21 жовтня усі пасажири та водії автобусів, що курсують між містами України, повинні мати документ про вакцинацію або негативний ПЛР-тест на коронавірус. Режим чрезвычайного положения и в Латвии до 11 января. Невакцинированные не могут выходить из дома с 8 вечера до 5 утра. Если в больницах будут 4000 пациентов с COVID одновременно, то наша система здравоохранения рухнет. В Нидерландах заведения общепита и супермаркеты работают до 8 вечера. Ограничены даже частные визиты. В гостях можно собираться не более 4 человек. Некоторые магазины, театры, музеи, рестораны работают до 5 вечера. В Ливане с 17 декабря по 7 января объявлен комендантский час. Без подтверждения вакцинирования нельзя выходить из дома с 7 вечера до 6 утра. Губернатор Нью-Йорка приняла решение о введении в штате режима чрезвычайной ситуации, который будет действовать по 15 января 2022 года. Медучреждениям будет разрешено отказывать в приеме нетяжелых больных. Власти Сингапура ограничивают социальную активность для непривитых. Им запрещают ходить в гости. Те, кто вакцинирован, разрешено собираться не более 5 человек в заведениях общепита. А власти Южной Кореи с 6 декабря ограничили число участников частных встреч в столице 6, а в других регионах 8 гражданами. И практически по всей Европе продолжаются массовые выступления против вводимых ограничений на фоне роста заболеваний. Зуфар Давлетшин, 7 дней.